О том, что Таиф и Сибур объединяются, СМИ говорят с апреля, когда впервые было объявлено о сделке века и подписан первый документ. Сегодня стороны договорились о том, что не просто передают 50 плюс 1% акций АО «Таиф» в обмен на долю в 15% акций в объединенной компании. 100% акций группы «Таиф», состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий, войдут, как говорят специалисты, в периметр сделки. Это подписание еще не завершение. На весь процесс уйдет по меньшей мере несколько дней. Но уже однозначно можно говорить о появлении на рынке крупнейшей нефтегазохимической группы на базе Сибур Холдинга, игрока мирового уровня. Для нас, для республики, очень важно, чтобы нефтехимия в нашей республике развивалась. Мы, когда эту тему обсуждали, я поставил несколько вопросов, на которые сегодня мы получили ответы. События такого мирового масштаба, да, рождается нефтегазохимическая компания там, мирового уровня, которая может войти в пятерку мировых компаний в этом бизнесе. На встрече еще раз было заявлено и подчеркнуто, с точки зрения активов для Татарстана ничего не меняется. Все заводы, а это крупнейшие градообразующие предприятия Нижнекамскнефтехим, Казань-Оргсинтез, энергетическая компания ТГК-16 остаются в Татарстане, будут платить налоги в республиканский бюджет, нести все бремя социальных обязательств. Кроме того, в полном объеме будет реализована и инвестпрограмма «Таиф» до 2035 года. Первое, мы понимаем, что это ускорит реализацию инвестиционных проектов. Второе, мы понимаем, что это поможет реализации кадрового потенциала и группы компаний «Таиф» и «Сибур». Третье, мы понимаем, что с точки зрения социального партнерства с республикой нам будет в объединенной компании сразу, с консолидацией 100% «Таифа», нам будет проще, прозрачнее, понятнее. Мы обсудили с нашими акционерами, с сибуровскими акционерами, с Дмитрием Владимировичем, если сложить наши возможности, темпы, которые у нас имеются, темпы у группы Сибур имеются, той, которой стабильные темпы, то можем эти темпы постоянно, постепенно, понемножку увеличивать и не отстать от развития мировой промышленности. У нас полное понимание, и понимание перешло в юридический документ. То, что эти компании будут работать как юридические лица, будут крупными нашими налогоплательщиками. Значит, самое главное, вы на себя берете большую, огромную ответственность продолжить наши инвестиционные планы. Это для нас очень важно. Создание объединенной компании позволит усилить позиции России на рынках нефтехимии и химии, повысить конкурентоспособность отечественной продукции в мире. Сибур всегда был и остается надежным партнером Татарстана, подчеркнул Рустам Минниханов на встрече с акционерами Таифа и Сибура. Время укреплять и усиливать это сотрудничество. Президент Рустам Минниханов и председатель Совета директоров Сибур Холдинга Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и Сибуром. Светлана Кадырова, Тимур Бекмурзин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.